Сегодня буду покупать подарки в Планете Достар, в моем любимом магазине. Знаете, что я боюсь вообще? Мне страшно, на самом деле, Достар, переезжать. Какой там переезжать? Мы переезжать не будем, конечно же. Вот кто не в курсе, у нас квартира вон в том доме рядом с планетой этой. Скоро уже сдастся, уже устанавливают технику, представляете? Осталось только технику установить. Сейчас технику установят, и Джамиль, который делает нам ремонт, он уже сдаст нам квартиру. Он сказал, буквально неделю еще потерпите, говорит, и все, уже будет готово. Ну так вот, что хочу сказать, я боюсь переезжать, не переезжать, короче, в этой квартире останавливаться. Я думала, иногда буду, когда в городе много работы будет, я буду останавливаться в квартире и ночевать там. А потом думаю, инянбаше, если я здесь рядом с планетой буду, я же каждый день сюда буду ходить и тратить деньги. Итак, я нашла Альберту очень крутую куртку, очень крутого цвета. Посмотрите, сейчас оказывается вот такой вот цвет в моде Достар. Альберту найти большой размер куртки очень тяжело. В Спортмастере имейте в виду, девчонки, у кого большие мужики, есть большого размера вот такие вот куртки до 60 размера. И сейчас очень хорошие скидки очень хорошие. Вот эта куртка стоила почти 10 тысяч, а сейчас стоит 5. Прикиньте, вот, зимняя она. Вроде до минус 20. Смотрите, вообще крутая. Очень классная. Ох, кармашки какие. Вообще бомбическая. Я еще ему взяла, вот сейчас покажу, шапку как раз таки. Вот, смотрите, вот такого примерно цвета. Прямо ему под куртку будет. Вот так вот. Смотрите, примерно вот так он будет выглядеть. Видите, все под цвет. Да? Да, под цвет. Лариса, смотри, под цвет. Видишь? Да. Подходит же? Да. Вообще прикольно, да? Он как раз любит цвет хаки. Вот ему и подарок. А то я же ему этот подарок не купила никакой. Военный цвет, да. Кто не в курсе, между прочим, Альберт ветеран боевых действий. Он служил в Чечне. Сколько? Я не знаю, 2 года, что ли. Пенсию он даже получает. Он военный пенсионер. У него пенсия 4 чем-то. А еще же он прапорщик. Прикиньте. Когда прапорщик Альберт говорит, мне сразу вспоминается, помните, этот сериал был прапорщика Задова. Этот Нагиев играл. Помните, да? Прапорщик Задов. Сразу же мне вспоминается это. Когда Альберт говорит, я прапорщик. Думаю, блин, прапорщик Задов. Ладно, Альберту так, все, я купила, теперь меня надо Наилю купить. Наилю придется идти в магазин МАК, это бывшая Зара, потому что Наиль любит такие стильные, модные вещи. Он еще тот модник, между прочим. Он, мне кажется, даже одевается больше и тратит больше денег, чем его жена. Мне так кажется. Ну, он стиляка такой. Короче, знаете что, Наиль же вообще выпрашивал мою зеленую меховушку. Он говорил, Милеша, отдайте мне, она мужская. А я ее брала в МАК. Кстати, вот многим понравилась же моя зеленая меховушка. Вот она, Достар. Вот, она стоит 3300. Вот, ее вытащили. Зимой ее не было. Прикиньте, Наиль ее у меня выпрашивал. Я вот нашла, и теперь знаю, что подарить ему на день рождения. Вот это меховушку зеленую. Как раз таки кейп хараем, и как раз таки они по акции, друзья. Так что бегите в МАК, берите такую меховушку. Сейчас померяем. Я вообще сегодня азальную шубу одела. Знаете, что я хочу сказать? Мы же ее брали в Стамбуле в Заре, да, вот эту вот азальную шубу, да. Зара, вот это МАК, сейчас который у нас, МАК же тоже Зара, она вообще отличается ассортиментом одежды, Достар. Вот что я поняла. В Стамбуле Зара какая одежда, да, ассортимент вообще другой. Здесь тоже другой. И я даже подозреваю, что даже качеством одежды отличается. Прикиньте. Да-да-да. Я вот это подозреваю. Ну так вот, эти меховушки многим понравились, друзья. Вот, я беру пролату в мужском отделе. Согласитесь, она вообще крутая. Теперь мы будем с Наилем одинаково ходить в меховушке. В МАГе тоже очень хорошие скидки идут. В ДАП тоже хорошие скидки. Вообще сейчас уже все, зимнюю коллекцию полностью распродают. Потому что уже весну завезли. Весна уже, мы говорим, весна вообще-то. Блин.
с этой больше идет нафиг, чем с этой белой шубой. Точно. Прикольно, прикольно. Я впервые, друзья, себе ничего не взяла. Даже странно это очень. Альберту футболку взяла, Наилю подарки взяла, Азамату носки взяла. Ну все вроде, с подарками все разобрались. Ну себе ничего не взяла даже. Как-то обидно, блин. Как так? Это впервые. Лариса айталар инде, Ларисаны не груши бурна штатат эйдар инде, хачатып эйдар инде. Сен көрдүңбү нисек не Аделинаны эшлетип неметип аткандарын укудуңбу? Неметип аткандарын Аделина турагында. А так вот. Юр, уличитесиң анда. Что-нибудь не то адраккина снимешь, сразу баштайлар белән. Решила заново обновить свою дырку. Но дырку не в том месте, где вы думаете. Адер подумает, что был пластика, что ты. Я хочу обновить свою дырку в носу, которая у меня была раньше здесь. Сережка здесь стояла у меня. И знаете, как я ее потеряла? Я ее потеряла, когда один раз нажралась, напилась после гостей. Юхорга яттым да ертеңсек оянсам сережки нету. Я так ее не нашла, и так и дырка у меня зажила. Куркам, конечно. А вообще меня можно, мне даже гормоны даже. Хирург. А вдруг меня аромат драли? А что такого-то, да? Меня же нос не натянули же. Привет. Только щеки натянули. Я вот сейчас иду и сейчас сомневаться начала. Потому что вспомнила, как больно. Тут же вот на носу хряч. Страшновато что-то. Уже нам? У меня тут, короче, была уже дырка. Это ваша машинская домохозяйка, Да. что ли? Ну да. Да? 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 Серьезно? Серьезно? Домашняя хозяйка говорит. Офигеть. Да? Не узнали, что ли? Нет, тауштан таныйм, А. биттен таныйм. Ну, думаю, что-то бәләкәскене яшькене матургана. О, яшкина матургана. Да. Вообще. Вот у вас проколов много. Покажите. Мен биленмәгенем, не Ну, бик накрашена. матурсы, мына һине. Мына. Ярактан төшүр. Ага, танауга. Мына шунта. Ага. Ага. Мына колакта. Кулакта. Ага. Шан. Мында. Я якын төшүрмә. Телде. Якын төшүрмә. Шунан бында. Мында юк. Анда юк. Biz tişi bitken bütün yerin karışa dostlar. Прикиньте. Вообще. Тиши было выстегать, bütün yerin одним тиши bitken. Ну да, интересно же. Вот меня тоже интересно. У меня вот здесь дырка была, и потом зажила. Ну, точно зажил? Да. Ну, бывает, некоторые керет алмайлар, надо карарга. Блин, ауыртайын хәзер evet. Yok, ben не больно делаю. Да? Ну ладно. Мне, короче, надо что-нибудь такое, чтобы ялтыра берген танау прямо. Ну, самый классический нейнте. Сейчас покажу. Прямо алыстан, чтобы ялтыра берген. Кояш яктырганда, чтобы прямо шулай айтып яктыра берген. Гафури. Сәйд баба. Сәйд баба, кайнар сәлам. Мына. Исеме кем? Лея. Лея? О, калай, кызык матур исеме бит. Рахмәт. Леянан. Сәйд бабага кайнар сәлам. Хәзер миңа чишек төшә. Сверлить будет. Уф, алакая. Прокол эшләйде. Давайте. Сверлить нельзя. Был проверочный таппер, энә түгел. Энәһе, менә куркма, энә монда мин ишең яптырыла. Был проверочный таппер. Ятали? О, а то не напряглась. Пока просто карай. Просто посмотреть. Может, фильм канал бар. Кайда? Подай телефон. Кайда? Берекес. Бар да. Бар да тишегең. Башы. Синең тишегең бар. Тишек бар икән, достар. Давай делаем вдох. Давай. Инеңнең башы. Ой, көт. Алдын ерағына тишекті дұрайтып қойдыңар. Ауыртмай деп алда еще. Yok, уже тишек кеше. Күрештері келіп сықты қарады, әй. Офигеть. Слезы счастья. Фига себе. Тишек дұрайғанға слезы счастье келіп сыққан. Да? А нравится другим людям делать больно? Нет. Нет, я люблю делать красоту. Это неприятно, а потом всю жизнь блестеть будет. Я просто иніп кеттім ғой, или тағым шешеміз ме? Yok, inip gitti, надо не Оф, тебе. Аллаға шақыр. Провести сережку. Сережканы хайламадық еще. Ой, я просто қорай аш күдештерім келіп сық. Вот ана шулай деп алдайдар, бақыр. Тұрма. Қазір дальше. Дальше? Да. Мына шайтып балаларды алдап бақырдарды индірелерді бір грамм ауыртмай, хәзір қолағыңды тишәбі тегер де біз біләді дейді. Сон, аудың ерағына тишіп қоялар шо. Офигеть. Такой зур керек мейдіру? Блин, мен без очков Лариса көрмеймін. Мен тоже без очков көрмеймін. Блин, очки қайда Это мен. не. Аш биттерім Қайда мен сырышып сейчас кеткен делаю? прикинь. Я көретем.
Идем, мама, Милюша, поедь, я куклу куплю. Ана шуға кукланы қойып қойғандар да енді бақыр балаларды әуреттерге. Бұны қара. Бұны қойғақ. Да блин, мен вообще көрмеймін Лея. Она был зур ғана. Мне кажется, енің бәлекегіне монтана крыло зур будет. Не, бұл зур. Да, Ларис. Надо миленький, маленький. Сейчас покажу маленький. Нет, мне миленький. кажется, хорошо. В смысле проводить серьгу? Еще больнее будет, ма. Yok, надо будет сейчас бұны сығарға и трубочканан бұны кіртірге. Тешек уже мана бар, ана бар. Курдыш? Курдыш, как у нас говорят. Фигла из носа торчит. Это О, игла, это боже. таппер. Мен неме гінесі? Тарчитинді білем. Игла. Ауыртмайды еще алдай бит әлі. Әлі, өлі алдақсы. Yok, артмай, ну терпимо. Издеваться. Өйдері қаттанып күлі білі. Потому что пирсинг крылоноса улыбнату. Пирсинг бар. Мне тоже ног оқшай вообще пирсинг. Это вообще красиво смотрится. Особенно қояқ шақтырғанда. Не хочешь? Бриллиант қойған, он не будет светиться. Ой, иди сразу Нет, сізге қарағаш, я уже сразу перехотела. нормально, иди. Иди, Лариса, қана түсіп қайтады. Давай, Вам тоже сейчас так говорили, не Бір кейге ол бір секунд қана ауырта. Ну, танау хыздай, танау хыздай. Достар, мына әлі отырам, танауым хызда отыра біләқым қо. Бір абизбол бұяманыла. Қарали, ұсын абизбол да бізге бұяманы. Еллені абизбол. Хотя бір 100 грамм самогон берердік стат. И то, блин, легче боларыны. Танауға хәзір хоқ тегерге ярамай бітінде өте. Нормально, Яра, не переживай. В смысле, хлоргексидин, мирамисин обрабатывать танау не. Сейчас у нас у всех мышкылтай. Мышкалар у всех ага, да? Ты ж касал еще, как ряд оттаивает. Ультырный. Упала. Это же, как говорится, красота требует терпения и уход после пирсинга. Уход. Короче, хлоргексидин и все. Хлор и перекись 3% для профилактики. Одна она берекомендуешь, Ага. Если эренне подлага, тогда уже каждый день. Ай, давай. Не хочет. Давай, вдох. Ой, стой, я могу, бля. Вообще уртала. Вот и иной раз быстрее проколоть, чем заново колоть. Но чтобы... Не переживай сейчас. Ой, урта. Ой, не, тишельгенля, он еще не Нет, мне надо теперь катетер провести. Давай, вдох сделаем, да и все. Давай, вдох делаем. Давай. Все, ты дыши. О, боже. Машинку назад, а? Вот что это какие-то хотай. Потому что шум неприятный. Пирсинг же это. Но, Тюремля, подожди. Дурда гуяла, да? Тирляным будем переживаем. Окей. Охренеть, я Лариса тиштерме. Ну, большой лучше будет, да? Видно сразу, да. Қара көдеш тарағып Қайда? Қайда кел? Қайда? Ха, арбадым. О, большой лучше. Зато көрініп тұра, да? Да. Үнден башы. Атыргет, бәлем. Мұша достар, танада кішік ба? Аллаға шүкір. Алиме, бұны бірене мәмән. О, бұна мене даже конфет берділер. Я қайда түсірейін де қырықтағын. Давай. Лучше тұр. Бұл қане қоятын? Кім істеген hún? Бренимай, шейк мы не. Білмеу. Анатомия. Бәтәс. Инең башы шунда істейлер ма? Ты сиганский вариант не хотишь? Нет, я такой. В смысле? Прямо с этим ты істейлер ма? Офигеть, блин. Ларис, я называю цыганский вариант. Они ще цыганские варианты мен аңдаманы. Астағфирулла, что это істетелер ма? Это... Ну можно, но ишлемейлер. Işlemeydер ма? Как практиковаться? Ну. Лия ищет доктор человека, модель, да, чтобы попрактиковаться мына осындай пирсинг іштерге, теге орынға. Кімге керек теге орынға пирсинг Лияға келеді. И я дал. Рахмат. Тоқта, сколько я должна? Рахмат, ссылки де баралар. Знаешь, про тебя некоторые подписчики что пишут? Что пишете? Сказать мне? Да. Точно? Да, конечно. Готова? Да. Что пишет? Плохой что-то, что ли? Это вот. Игрок шустрый бисакай, Миләүшә. Куркыныз, иелетмәне, якын ебәрмә. Игрок шустрыйга охшаган. Некоторые девочки написали, что уже привыкли ко мне, да, к моей внешности. А я вот хочу сказать честно, да, я не могу еще привыкнуть. Я вот в зеркало смотрюсь, да, иногда вздрагиваю и думаю, кто это резко, вот не узнаю себя. Это честное слово, вот так вот, тяжело себя принять.
принять тяжело, это то, что я похудела. Не лицо, а вот вес мой принять тяжело. Потому что я же почти всю жизнь была полненькая, девчонки. И представляете, вот так вот резко взять и похудеть, это для меня вот пока что шок. Я до сих пор, вот когда хожу, да, вот дома, да, ну хоть где хожу, я вот почему-то представляю, что я вот полненькая. Иногда даже нагибаюсь, чтобы шнурки завязать, да, и такая думаю, блин, живот сейчас будет мешать. Нет, я же так нагнуться не смогу, я же так сесть не смогу, вот так вот думаю. Вот голова, мозг до сих пор думает, что я пухленькая. И там одна женщина спросила, где вы делали резекцию желудка. Резекцию желудка, девчонки, я уже миллион раз говорила, я делала в Махачкале. Я везде, короче, посмотрела, где делает резекцию желудка, и самый дешевый вот нашла в Махачкале, и поэтому туда поехала. Там Эльвинас тоже еще делала, блогер тоже. Я вот у нее тоже пораспрашивала, посмотрела ее результат, посмотрела результат Гулии Валиахметовой и поехала. Но Гулия Валиахметова там не делала, она в Москве где-то делала. Но вот то, что самый дешевый был в Махачкале, я поэтому туда и поехала. И мне попался такой хороший врач, девчонки, вообще. Там вообще весь персонал хороший, очень. Мне они все понравились. Я даже когда уезжала, в знак благодарности накупила им пироги, торты. Короче, каждой медсестре там оставила. А мой врач Гамит Абдулмеджидович, это вообще отдельная тема. Вот этот мой врач Гамит Абдулмеджидович, да, он до сих пор меня курирует. Представляете? Вот я напишу ему, ну его помощница, конечно же, пишет. Напишу ему, да, он этот отвечает, вот я вот это говорю, как, то как, что пить, что не пить, вот это болит, тут не болит. Короче, все ему рассказываю, все отвечает, вообще молодец такой, прямо мне очень понравился мой врач-хирург. Но, опять-таки повторюсь, это вот не агитирую идти на такие крайние меры, потому что все-таки операция это очень опасно, вообще любая операция опасна. Вот это надо знать, достар. А это просто меня башима тай типты, поэтому я и полетела туда, в Махачкалу. Почему у меня башима тай типты, тоже я миллион раз рассказывала, это когда после моего дня рождения, после 45 лет, 45 лет же мне исполнилось, да. И вот я лежу, и меня в голове такая мысль, я говорю, блин, Милюша, тебе же 45 лет, ты половину жизни прожила. Осталась половина, может быть даже меньше половины. А ты это, то, все, много чего не попробовала. Надо уже все пробовать. Я вот так вот щелкнула, у меня прям щелчок был, девчонки, понимаете? Это вот прямо какое-то, как будто озарение было, прикиньте. И я такая думаю, вскочила, я такая, так, вот это делать хочу, вот это. Я даже сама не поняла, откуда этот щелчок появился. Вот резко, как озарение прямо было. Никогда со мной такого не было. И вот теперь, да, я хочу много чего попробовать. А женщина пишет, вот, зачем вот, жрет, потом операцию делает, потом опять жрет. Ну, блин, там типа можете растолстеть обратно. Да, запросто можно растолстеть обратно. Я уже говорила, что одна женщина свои 50 килограмм, которые она скинула, через 5 лет обратно набрала. Бывают такие случаи, доктор. Но это капец, как надо постараться, чтобы обратно набрать. Потому что лишнего ты не можешь есть, я уже об этом говорила, уже становится плохо, как состояние комы уже получается. Как она так заставляла, что ли, себя есть, я не знаю. Набрала обратно 50 килограммов. Но есть такое, да. Я пошла почему на такие крайние меры похудения? Да потому что я не могла контролировать свой рот, понимаете? Он у меня бесконтрольный, Янгбаши. Когда я ем и когда я говорю, мой рот бесконтрольный. Поэтому я и пошла такие кардинальные меры. Я это признаю. Что, девочки, поедем, нет? В смысле? В смысле? Ты не готова, что ли? Харалюнда, Залия. Обалдеть! Ой, тюпутенький. Ой, а что такая красненькая ты у меня? Не знаю. А? Не знаю. Ой, ты моя хорошенькая, буяного травика. А ты что, отдельно уже накрасилась, что ли? Я и так красивая. Я так красивая. А я уже стареть начала. Смотрите, Тебе сколько лет? 23. Ты стареть начала. Смотрите, у меня залом. Ну, тебе 23 года, и ты говоришь, что ты стареть начала. Да, я повзрослеть не успела, уже стареть. Я же с детства на пенсию хочу. Из моей косметички забрала свою косметику? Да. И ты мою косметику не брала? Нет. Не бери. Ладно, бери. Помаду мою не брала? Ты задолбала мою помаду? Вот опять ты мою помаду забрала. Одна единственная красная помада. Финал капец будет другой.
Ну что, ты зачем? А что делаешь ты с моей помадой? Как она у меня уже сколько лежит. А что ты с ней делаешь? Ты губы красишь? Нет, нос, мама. Такие вопросы. Блин, это моя единственная, которая помада мне нравится. Я ее долгое время искала. Вот бля. же твоя другая помада. Это тоже моя помада. Так я тебе ее одолжила, то не разрешила. А что ты себе, раз тебе нравится, почему ты не купишь себе помаду красную? А? Куплю. Купи. Нечего вот мои вещи брать. Нет, еще самое интересное, да, вот когда у Азали что-нибудь возьмешь, да? А потому что я у тебя спрашиваю разрешение, а ты у меня разрешение не спрашиваешь. А вот эти помады ты разрешение Я спрашивала? спрашивала у тебя разрешение, я у тебя помню спросила, я говорю, можно я возьму твою помаду Да, красную? ты вот это, может быть, спросила разрешение, а вот на эту ты разрешение не спрашивала. Какую? На эту. Нет, я как раз на нее и спрашивала, а вон тут А у меня... значит, вот на эту не спрашивала. Так я на нее год назад еще спросила. Просто она тебе не нужна. Год назад я спрашивала разрешение. Она у меня целый год лежала. Офигеть. А почему, когда я спрашиваю тебя, да, говорю, Азалия, ты не видела мою помаду? Ты говоришь, нет. Не трогай мои помады. Там больше ничего нет. Забирай. А что такое? Это вообще мое. Это что за фигня? Это мое. Что это? Это контуринг. Контуринг? Да. Что он делает? Контурирует лицо. Ты меня плюнула мне в спину. Подожди, а что такое контуринг? Что делает? Это что, вот ты лицо сделала, и чтобы у тебя, типа, ну, такой вот скулы были, рисуешь себе и так далее. Дай мой телефон. Ты недостойна моих съемок. Ты воришка помады. Вот так, да? Блин, так смешно выглядит, что посмотри-ка на меня. Стой. Ты как баба-бавариха. У кого сегодня день рождения? Не знаю. Кто себе футболку гладит сам? А? Я всегда глажусь. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Вы такого холодного. Karanlık включать мега butiklere Альютывали, Альберт. Оф, уля. Кыздаранда буяна, бекейне. Даже Зарина, она буяна утра, удинин косметичка она же пиган. Когда она... Когда Миляша, короче, приезжаю на один день, типа, у меня это пару съемок на провести. Мен білем изначально, что это будет не на один день. Я с собой беру дезодорант для волос, там зубная щетка, да, дополнительный крем, да, и с документаром вдруг каракбуха, вдруг мы куда-нибудь уедем. Сразу видно моя школа. Когда вы работаете со мной, друзья, вы должны готовы быть на все. На все случаи жизни должны быть готовы. Мы можем в один момент взять и куда-нибудь умотать. Может быть такое, то, что она скажет на пару часов твоей тары, мы там на неделю остановимся. Бірінші сағатқа тиімді и шынан соң можем застрять на 2-3 дня. Давай, Зарина, у нас этот день рождения организуй. День рождения организовать очень тяжело, достар. Я тут Заринаға айтамын, давай организуй день рождения Альберта. Закажи стриптизер, шумейте. Организуй мое день рождения. Закажи стриптизера, умейте. Вот. Посмотрим. Стриптизеров не перепутать. Да, главное стриптизеров не перепутать. Не, давай попробуй, действительно. Вот, короче, мы Зарине дали задание организовать наши дни рождения. Потому что у нас нет времени организовывать. Какие у нас дни рождения получатся, скоро вы увидите. Пока что мы сегодня только идем в ресторан. В тесном кругу только справим. А потом уже на следующей неделе мы будем уже справлять день рождения мальчишник Альберта. Нет, прикольно. Ну, краситься пока мне еще нельзя. Красиво, красиво. Нет, нос не надо мне говорить. Красиво. Я и так знаю, что у меня нос красивый. А вот, кстати, Аделина, посмотрите, с какой шубой лучше будет. Вот, смотри. Вот так вот. Это БДевская шуба. Ну, бы на какую-то шею. Ой, это красивее намного. Едем уже, едем. Папа на футболку на тиктергали. Мы, значит, с Азалией собираемся на бал. Мы такие, мачеха и ее любимая дочка. И Аделина, Когда нажимать? Сюда или вот сюда? падчерицы, которые утекли от тура. Подождите, сейчас важный вопрос, я не умею. Кульмек спортивный нельзя. Вот Когда это или вот сюда? Манарик, пап, ты даже утеклей бельмени, что ли, Аделина? Опять обосрали. Сейчас мало кто гладишь вещи, мам. Да, вообще, кстати, зумеры, да, отменили глажку вообще. Бір іш қошқайны, блин. Утектерге ананда утеклей алмалылар бақыр Альберттің футболкаға. Біз бай бейселері, достар. В таких шубках. Альберт такой довольный, көрген болар. Альберт қыздарына шубалар әперген.
Бисестер киіп алған қағаз, весь бай беселері. Бірінен біріне мотор. Ана қарағадан. Все такие в шубках, блин. Я в шубках. Это моя писец номер 2. Қайтқанда мен за рулем болады. Отсеки, что не одел ничего. Что это? Біз самый главный Альберттің туған күні өзі қаранықта мотор тіп кейіндік та Альберт шляп кейінген какой-то бір футболка кигенде бір спортивный куртка киіп алған. И все. Самое главное, девочки должны быть красивые, да? И мы сегодня красивые девочки, да? Для папы старались. Только мы подарки не купили. Вот такие мы. Взяла, что взяла? О, был ресторан халяль бар, представляете? Вот, посмотрите, видите, знак халяль. Не во многих ресторанах есть халяль. Так что имейте в виду, что в ресторане люблю хочу, есть халяль. Кутап. Ой, такое интересное название блюд. Я закажу себе кутап. Выбор-то. Выбор вообще большой. Нет, я мини-чебуреки лучше возьму, наверное, чем кутап. Мне вот этот салат из говядины. О, меню капец, Достар, накупай. Просто, знаете, глаза разбегаются. Вот сидишь, да, и вот не знаешь, что выбрать. Очень богатое меню. Но вкусное или не знаю. Вот скоро узнаем, короче. Ой, вот зал здесь вообще очень уютный, очень красивый такой ресторан. Яркий, я вам еще в прошлом году его показывала. Смотрите, какие вот тут вот кабинки. Мы в прошлом году здесь сидели. Ой, вот это место вообще мне нравится. Почему мы сюда не сели, я не поняла. Вот какое красивое место, блин. Такой прямо яркий ресторан, такой красочный, сочный, такой приятный. Везде такой прямо этот интерьер очень интересный, поправленный, уютный. Здесь можно сидеть, разговаривать, есть. Ну, короче, очень яркий, очень красивый ресторан. Итак, дорогие друзья, сейчас будет дегустация салата. Горячего салата с говядиной в ресторане «Люблю харчо». Выглядит очень красиво, порция маленькая, не такая уж большая. Во многих ресторанах салаты большие порции дают, да? Нормальная у вас порция? Нормально. Нормально? У меня тоже не так много, кстати. У меня тоже, смотрите. Ну, я говорю, маленькие порции. Ну, салат отдельно, ну. Из бұртық, из баклажана. Келеме. Из креветка. Из креветка. Ну что? Больше мы ни на чей день рождения здесь не сидим, походу. Нас не пустят. А хлеб бесплатно не дают, лепешки, ничего? Такого нету, да? Я думала, как в турецких ресторанах, может, лепешку какую-нибудь грузинскую дают бесплатно. Вот это что такое? Давайте оставим на хачапури. Да, давайте оставим. Это вкусная фигня, как называется отдельно? Пхали. Вот такой берите, Достар, пхали какой-то. Кендина мейкен, оказывается. Вообще. Да, всем понравилось, кстати говоря. Короче, про салат. Ну, aytganda aytgan xanida bo'ldik, там вообще 2-1 тиги yoshlar. Ханина тоже. Порции очень маленькие. Очень. Тут побольше. Ну, салат так. Нормально, не скажу, что... Ах, он с бульоном, что ли? С бульоном. Да. Дегустация чебуреков в ресторане «Я люблю харчо». Вот такие вот маленькие, миниатюрненькие. Извините. И тут дали бульончик. Вот тут бульон. Бульонға тығып аласың ғой. А я не знаю, что бульонға Ай, тығырға. юмшара. Он с горчицей. Это кукава зубов нету. У меня Юмшара, да. нету. Это старикам такой, что ли. Вкусные, девчонки, берите чебуреки. Ой, я все. Давай вот это попробуем, кутак. Что это такое вообще? Давай нарежь мне. Мне вообще название понравилось. Кутак. Прям очень звучит, да? Кутак. Кутак. И поэтому я заказала его. Это, оказывается, чебурек. Именно эсенда, Достар. Чебурек на эсенда. Этот, как там его? Сыр с зеленью. Видите, да? Это сыр с зеленью. Блин. Кутап-то вкусный, Достар. У вас случайно мизим, что-нибудь такого нет? Не даете гостям, чтобы еда хорошо перерабатывалась? К сожалению, мы не даем, но я могу посмотреть у себя. О, посмотрите, пожалуйста, девушка. Две таблетки, пожалуйста. А то я ваши блюда есть не смогу. Блин, а что мы жрем? Папу не поздравили, Хадар. О, есть, да?
Ой, спасибо большое. Сейчас. Спасибо большое, девушка. Вот, достань, смотрите, мне даже дали этот мизин. Это круто. Клиентоориентированность один. Да. Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения. Главное, будь здоров. Вот. Все остальное будет. Главное, чтобы ты следил за своим здоровьем, потому что я очень переживаю всегда за твое здоровье. Вот. Блин, надо было сертификат ему подарить на медобследование. Что-то я тупанула. Но Точно, меня медобследование. Ну, что я вообще было бы хорошо. Мне бы с сердцем ему спокойно стало бы. Вот. А то сколько ты в бане сидишь, мы столько никто из нас не может сидеть там. Я тебя очень люблю, и я тебе дарю, сейчас я тебе скину сертификат на матче Салавата Юлаева, короче. И если будет Есть там какой еще в этом крутой году подарок. матче, я не знаю. Сейчас я продегустирую и расскажу вам про вот эти хинкали. Мы взяли всего лишь 3, потому что здесь мы еще ни разу не брали хинкали такого вкуса вообще. Вот. Они с курицей, сыром и... чем еще? Сыром сулугуни. Сыром сулугуни. Сейчас попробую. Есть такое поверье, что нужно откусить хинкалину и выпить весь бульон так, чтобы ничего не капнуло, и тогда твое желание, которое ты загадал, сбудется. Здесь бульона, кстати, нет. Вот так вот выглядит изнутри. Ну, на самом деле, кстати, симпатично. Не сказать, что прям вау-вау вкусно, но вкусненько. Я взял шашлык СССР. Он старый вкус. Старый вкус, как старая бабушка. Как старая бабушка писала, а ты маленькая. Вообще вкусно. Не уксус, не уксус. С чем они его жарили? Вкус старой бабушки, блин. Соусный. Ну, соус, я не люблю соус. Я чуть-чуть макаю. Я вообще не против соуса шашлыка. Ну, сбивает вкус весь. Пиво зачетное. Зачетное, вот как Вейзен называется. Зачетное хорошее пшеничное пиво. Классно, чувствуется пшеница. Да, классное пиво. Бокал стоит 320 рублей. Для ресторана это недорого. Да, кстати. Обычно Да, 490-500. Да, кстати. Нифига себе, для ресторана недорого. 300 Потому что сколько тебе? 20. Сейчас даже в магазине нормально хорошее пиво стоит даже бутылка 200 Бір рублей. лимонад төсіп елдің бір бокал алдық. А у меня пиво дешевле, блин. Теперь я пробую шашлык из ягненка. Что вкуснее? А? Вкуснее тот. Почему? Я не знаю, он вкуснее. Тогда дай с тобой шашлык. Шашлык. СССРовский наш. Вкус старой бабушки. Вкус старой бабушки. Как ты говоришь. Попробуй. Вкус. Вкус старой бабушки, что ли? Старой бабушки. Попробуй вкус. Ты слышала, что сказал? Попробуй вкус старой бабушки. А ты попробуй, Галя. Хочешь попробовать? Нет. Подожди. Сейчас уж не Как сказать, дорогой обед, что ли? Я такие слова не умею. Ладно, хоть обниму, что ли. Почему это выглядит как подкат? А как? Это же тебя день рождения, надо обнять тебя. Альбертик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самое главное здоровья и долголетия. Почему я тебе желаю здоровья? Потому что ты нам очень нужен. Девочкам нужна поддержка, девочкам нужен папа. Все думают, что девочкам нужны только мамы, в основном думают, мама ближе всегда. Нет, девочкам нужен папа, тыл, опора. Что бы ни случалось, мы всегда начинаем говорить: Альберт, папа, папа, поэтому ты нам нужен здоровый. Дорогой именинник, от лица нашего ресторана хотим поздравить вас с днем рождения. Пусть в вашей жизни будет столько сладких моментов, сколько сахара кладут в грузинский чай, а горькое пусть остается в кофе. И примите от нас такой небольшой комплимент. Спасибо. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Спасибо, Альберт. Приятно, спасибо. Всем привет, друзья. Вот и стукнуло 18 лет сегодня. Ощущение незабываемое. Наконец совершеннолетие. Буду тусить, пить, да? Буду тусить, да. И даже после того пришло, сколько мне пенсии будет. Через сколько-то лет. Я офигел сегодня. Почему они ее прислали? Мне же 18 только. Вот первый раз, друзья, у меня день рождения. Я вообще классный. Я вообще классный день. То есть нормальным глазу. Не в одном деле. А что вы
Надеюсь.